Салам алейкум. Вечер нам всем добрый, счастья, мира, благополучия в каждый дом. Я постараюсь кратко ответить на вопрос один. Вот меня Лабазан Кадетлаев говорит, просьба от аварцев, расскажите про нас, этнос, лжеисторики, фальсификаторы вообще нас не считают за автохтонов. Было бы интересно услышать ваше мнение, основанное на документах. Я тогда сказал, я в передаче это зачитывал и сказал, что я отвечу это на основании языка. Вот сегодняшнего состояния аварского языка. Давайте отвечу. Лучше всего для этого использовать, знаете что? Этнографические данные разных авторов. И, в первую очередь, язык. Это Арнольд Чакаба, «Введение иберийско-кавказского языкознания», Тбилиси, 2010 год. Давайте я отсюда буду вычитывать куски, что очень важно будет для понимания не только аварского языка, и для всех языков эргативного строя, которые у нас на Кавказе живут. Давайте посмотрим. Вот смотрите, начнем потихоньку кусками с разных мест. Я все зачитывать, конечно, не смогу целую книгу зачитать. Мне иногда говорят, почему ты подряд не читаешь. Вот здесь на странице 30, что пишет. Мюллер считал удейский язык переходной ступенью от нахского к картвельской группе языков. Основанием для этого служила морфология удейского языка, место эргатива в системе склонения, спряжение глагола. Смотрите. Иберийский кавказской группе языков Джавахашвили и.А. Это Тбилиси, 1937 год. Он считал адыгские языки, называл синскими, а нахские языки гликовскими. Это вот в этом материале, который я сказал, да? Лекскими языками он называл аваро-андийское, дёрское, лакские, даргинские языки. Кстати, он на странице 31, он связывал самоназвание ингушского языка Алга с Гелой, а Лег к древнегреческому Леги. И, грузинское Леки, да? Видите? Ничего не путали. Это вот когда я сказал, что Гелы это ингушское обозначение, на меня постоянно наговаривают, что как будто я что-то выдумываю. На странице 38. В морфологии абхазо-адыгских языков слабо развита система. Вот чем они отличаются, сейчас зачитываю. В морфологии абхазо-адыгских языков слабо развита система склонения имени. В частности, в абхазском у имен вообще не различаются падежи. В нахских, дагестанских языках, наоборот, имеется богатое склонение. Основные падежи, серии падежей. Что же касается глагола, то он по сравнению имеет простое спряжение. Например, в картвельских языках удельный вес глагола значительно больше, чем имя. Если учесть удельный вес морфологии имени глагола, то картвельские языки окажутся переходной ступенью, связующим звеном между абхазо-адыгскими и с одной стороны, между нахско-дагестанскими с другой стороны. То есть в середине стоит. Структурные различия более четко выражены в дагестанской группе языков. В одних языках, например, в аварском, имеется классное спряжение. В других, лакском, даргинском, табасранском, классно-личное. В-третьих, в удийском личное, а в четвертых, в лезгинском, агульском ни личного, ни классного спряжения нет. И так далее. Вот видите, сравнение даю я. По данным вот этого исследователя. Это академик языкознания иберийско-кавказского. Видите, смотрите, вот здесь сейчас зачитал, знаете, о чем говорит, что в аварском классное спряжение. То есть древнее состояние грамматических склонений. Да. То есть это говорит о том, что он никак не является молодым языком. Понимаете? Читаем дальше. Система языка изменчива. Неизменность характерна только для мертвых языков. В различные отрезки времени язык изменялся неравномерно. Различные звенья языковой системы изменяются также неравномерно. Например, морфологический инвентарь меняется медленнее, а лексика довольно быстро. То есть лексику можно перенять,
А морфология, она, это как хребет языка. То есть она очень долго будет изменяться. Смотрите дальше, что пишет он. Вот, например, по гласным, по системе гласных. Давайте вот сравним. В грузинском языке 5 гласных. 5 гласных встречается в аварском литературе. В даргинском 5 гласных. Видите как? В лакском, как и в даргинском, такие же гласные системы. Смотрите дальше что. То есть это кавказская, от 5 до 8 гласных, это кавказская система гласных. Вот видите, она в аварском представлена, как и я вот зачитывал. То же самое в даргинском. Для системы гласных чеченского языка, это на странице 47 он приводит. Он приводит данные из Татьяны Ивановны Дочериевой, сравнительно типологической фонетики чеченского и русских литературных языков. 1965 год, страница 10. Для системы гласных чеченского языка характерно противопоставление долгих гласных с одной стороны и открытых, закрытых гласных с другой. Т. и Дочериева выделяют чеченские 15 гласных, монофтонгов и... А вот, например, если почитать Чекаева и Алироева, они говорят 15 монофтонгов и 15 дифтонгов. То есть 30 гласных. В ингушском языке, это страница 48, 8 простых гласных. Ингушские гласные произносятся коротко и отрывисто. Смотрите, таким образом 5 простым гласным противопоставляет 5, это в бацбийском, 5 на зеленом, то есть 10. Дальше читаем. Вот видите, с гласными разобрались, да? Разобрались. Так, 48. Давайте сейчас разберемся с чем. Вот смотрите, на странице 51. Фонематическое противопоставление долгих и кратких гласных в чеченском и в общемнахских языках Юсуп Дашириев считает древнейшим явлением. Однако, после дифференциации нахских языков этот процесс не получил распространения в бацбийском, не проявился он широко и в ингушском, то есть не сдаться в Чикабавас. По поводу лабиализованных гласных этот же автор рассуждает уже более осторожно. Возможно, говорит, в языке основе их и не было вообще. Там надо просто честно сказать, фонетическая система чеченского языка резко отличается не только от ингушского и бацбийского, вообще от кавказских языков. Там 30 гласных. Утрату долгих гласных, пишет вот Чикабава, в бацбийском и частично в ингушском намного сложнее было бы объяснить, чем появление долгих гласных в чеченском. А там вынужденно надо объяснять это язык истоки из тюркских, да, который имеет вот такие фонетические особенности. Вокализм дагестанских языков должен был сохраниться в более древнем виде в аварском, даргинском и лезгинском, пишет он здесь. Здесь же на 55-й странице. Вокализм нахских языков в более древнем виде скорее сохранился в бацбийском, ингушском, чем в чеченском. В пользу этого свидетельствует положение дагестанских и близость дагестанских нахских языков по фонетике. Понимаете? То есть вот эта чеченская фонетика, она отличается и от дагестанских языков. Понимаете? Так, это я, чтобы вы понимали разницу в сравнении. Это я не против ни одного языка и народа. Но должен говорить то, что академики исследовали. Секунду, 55. Вот смотрите, система согласных. Мы про гласные разобрали, фонетику разобрали. Согласные. Консонантизму грузинского языка, это консонанты, это согласные, да? Консонантизму грузинского языка наиболее близок консонантизм нахских языков. То есть и там, и тут 35 согласных, то есть одинаково. Это случайно не бывает. Это ответ тем людям, которые говорят, грузинский язык не относится к кавказским и так далее, и так далее. Случайно это не бывает. Чтобы одинаковое. И по гласным одинаково было, и согласным одинаково было. Понимаете? Так не бывает. На пустом месте это не происходит. В других иберийско-кавказских языках количество согласных колеблется, видите, нахско-дагестанском и грузинском по 35, а в других от 30 до 60.
Общим для всех кавказских является то, что во всех 4 группах иберийско-кавказских языков существуют специфические согласные. Вот это общее у всех. То есть суперглотальные, надгортанные или резкие абруптивные согласные. При произношении этих согласных и проявляется так называемое кавказское произношение. То есть, как говорят, кавказский акцент. То есть, вот это у всех языков есть. А раз это есть, это общая история, понимаете? Там идет общая фонетическая реализация. Хотим мы этого или не хотим? 57. Секундочку. 7. Сейчас. Так, 77. Видите? То по гласным, то фонетике, то по согласным, то по количеству этих спряжений. Страница 77. Серия резких согласных. Вторичная система смычных точно так же характерна для карпетских языков, как и для остальных горских и белорусско-кавказских языков. Это и является пережитком древнего единства этих языков. Понимаете? Вот это, говорит, и является. Кроме того, консонантизм нахской группы, он тождествен консонантизму грузинского языка, то есть по 35 согласных. Случайно это не бывает. Такие вещи случайно не бывают. Вот смотрите, в исследованиях Геникина рассматриваются вопросы фонетики. По мнению вот этого автора, в архаичных языках большее значение придается согласным, а в новых языках гласным. Видите, смотрите. Он говорит, в более древних языках важно наличие вот этих общности согласных, а в новых языках гласных, понимаете? А у нас что в нахских языках, что в дагестанских, что в грузинском, видите, гласные почти все одинаково. Количество даже, вернее, согласных одинаково, и количество гласных почти одинаково. Ну, за исключением фонетики, фонетического строя чеченского языка. Там тюркская составляющая очень большая. Так, дальше смотрите. Видите, я зачитываю то, что академики исследовали. Они не от себя говорят, они приводят здесь десятки, сотни авторов, ученых, академиков, которые эти языки изучали. Вот сейчас Лабазан, да, вот сейчас внимательно слушайте. О примере соответствия в дагестанских языках. Вот смотрите, он здесь пишет, если сравнить, говоры, например, аварского языка с данными других языков, говорит, попытаться выявить среди этого разнообразия исходный вариант, объяснить особенности взаимоотношения и соотносимых им вариантов. Он приводит здесь примеры. Давайте я это зачитаю, это очень интересно, очень важно. Для понимания места аварского языка, например, других языков в системе кавказских языков эргативных. Смотрите. Возьмем варианты от слова «брат» в дагестанских языках. Аварское, чамалельское там «вач». «Вач» это брат, да? Дедойское там «эшив», «вач». Ахвахское, каратинское, тиндинское там «вачи», да? «Вачи». Не «вач», а «вачи». Ботлевское, Годоберинское и так далее, и так далее. Смотрите, тут же вспоминается нахское, помните, ваше, или, например, грузинское, помните, горские общества Грузии древние, вот, например, важа пшевел, да, вот это слово важа, оно тоже сюда подходит, сюда идет, не просто по звучанию, а, да, вот к этому корню брат, понимаете?